Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – его мысли о вас прямо сейчас. Видео актуально только для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет, вашу характеристику. Кто вы, кто пришел на расклад, какая женщина пришла на расклад. Здесь показывают ваши энергии, когда перестраивается ваша жизнь кардинально. Здесь, может быть, даже вы поменяли свое мнение о ком-то и в одночасье все изменилось. У кого-то здесь может быть так, что чьи-то планы расстроились, да, у кого-то здесь расстроились планы, и вы решили вот действовать конкретно, но в другую сторону. Но все же есть какое-то некое такое, я не знаю пока, но я вот хочу здесь разрушить, но я пока не знаю, что я буду делать дальше. Вот в каком-то таком духе. Человек-стратег. Вы скорее даже скоро примете важное для себя какое-то четкое решение. Вообще такой пунктуальный человек, конкретный. Говорит, делает. Слова на ветер не бросает. Очень точный. Тот тип человека: 7 раз отмерь, 1 отрежь. Стремится к финансовой независимости или к постоянству, к стабильности. То есть вы в то же время и не хотите, да, чтобы кто-то над вами был руководящим, или вы зависели от кого-то, от чего-то, от чьих-то, может быть, финансовых средств и так далее. Да? Здесь вы стремитесь к полноте, именно к свободе, может быть, даже своих каких-то передвижений, действий. Не хотите, чтобы вас контролировали, и вы, в принципе, все ставите в жизни так, чтобы никто вас не контролировал, не дергал, да, чтобы вы были сама себе хозяйка. Вот даже если вы где-то работаете, все равно, да, у вас именно получается все сделать и оформить так, чтобы вы не подвергались какому-то давлению. Человек-счастливчик по жизни. Тут колесо у вас еще закрутится, грядут, я бы так сказала, гремят перемены. Вы чувствуете, что вот-вот что-то в вашей жизни однозначно поменяется, что уже не будет по-прежнему, что будет что-то такое новое. У вас для этого, может быть, даже будут какие-то пути решения. Притом, знаете, эти пути решения будут согласно какому-то правилу, вашему правилу, может быть, кодексу вообще какому-то, да, или все это пойдет, все ваши перемены из-за какой-то стычки, сопряжения, да, вот какого-то негативного с кем-то, может быть, конфликтной ситуации, или с кем-то поругались, разошлись. Вот из-за этого начнется движение, когда у вас на самом деле будет такая бурная мотивация двигаться, что-то делать, предпринимать, да, такое кардинально новое, выгодное для вас. Решение будет принято даже в зависимости от того, что вы делали. Может быть, вы что-то проговаривали в такой вслух, может быть, я успешно, богата, независима. Вас услышали высшие силы, и высшие силы сейчас вас туда же ведут, вот к этой, может быть, даже финансовой независимости, к каким-то вашим прибылям, к богатству, к успеху, да, вот к таким каким-то вещам. И вы на самом деле стали более приземленнее, устойчивее мыслить как-то. Хотя, в принципе, вы по натуре своей, да, человек, который не летает в облаках, иногда бываете мечтательны, но это изредка, да. А в основном, да, вы вот как-то более действуете и мыслите прагматично, спланированно, вот как-то даже, просматривая все шаги наперед, и что может из этого стать, получиться, или какой будет исход, итог, да, вот как-то просматриваете аж наперед действия. Показывают человека, который пережил разочарование в любви, но здесь повезет, вот в любви не повезло, но повезет в деньгах, да, вот так вот сказано. И показывает ваше устойчивое положение в будущем. Здесь уже предусматривается будущее ваше, то, что вы, возможно, даже добьетесь той самой независимости или какого-то контроля над своими сбережениями, деньгами, но больше здесь именно идет рост, финансовый рост. Вы будете все это
контролировать все эти процессы. Также вы человек недоверчивый, не подпускайте близко. Старайтесь людей держать на расстоянии. Даже если познакомились, даже если все улыбаются, милы, хороши, вы все равно стараетесь не одевать розовые очки, не вдаваться в личности, да, вот какие-то, то есть не подпускать близко к сердцу и так далее, к своему порогу, может быть, даже. Потому что вы должны проверить на устойчивость, на характер, на поведение человека, да, вот на его какие-то поступки. Кстати, вы человек, который сам делает поступки и от других требует поступки, а не слова. Вот так вот. Конкретный очень и стабильный в своих словах. Вот пообещаете, вы обязательно это исполните, сделаете, особенно если это касается близких людей. Также здесь показывает человек, который с каждым днем совершенствуется именно интеллектуально, чему-то, может быть, обучается. Да, здесь получение каких-то знаний, через знания идут деньги. Хорошо, давайте смотреть дальше. Его мысли о вас прямо сейчас. Подумайте сейчас о данном человеке, о данном партнере, мужчине. Мы сначала посмотрим его характеристику, а потом посмотрим его мысли. Кто он такой? Думайте сейчас только о нем. Представьте, что он напротив вас, что вы смотрите ему в глаза. Резкий. Здесь слово идет такое, знаете, иногда бывает такой возбужденный, психанет, ударит по столу. Или человек, который принялся сейчас тоже что-то менять в своей жизни, наводить какой-то порядок. Такое чувство, как будто бы за спиной очень много людей, которые обсуждают его. Также и он может обсуждать кого-то. Здесь еще вот до вас, я бы так сказала, не дорос. В ваших глазах он незрелый, чего-то он не дотягивает, недопонимает. В принципе, здесь может быть у кого-то моложе человек, да, а может проиграться именно по сути своей такой незрелая личность. Знаете, вот тут какая-то ситуация в его жизни, это вот как коса на камень нашла, да, и человек сейчас переживает из-за этого. Возможно, очень много думает об этом. Также ситуацию вот как-то раскладывает по частям, по полочкам, анализирует все это, каждую вот эту полочку. У человека есть какое-то свое такое вот мнение, да, или лозунг по жизни, которого он придерживается. Возможно, кто-то мама, папа, да, кто-то именно постоянно об этом говорил, и это вот как подтвержденное в голове такое есть, и вот он следует этому. Навязанное, может быть, даже чье-то, но вот твердо в это верит. Также человек, которому не раз в жизни повезло в чем-то. Да, везунчик, который выхватывает какие-то возможности, которые ему даются. Это может больше касаться даже каких-то рабочих моментов и так далее, да, в чем-то ему подфартило, повезло, он быстро схватился, не упускать возможности. Также здесь показывает человека такого горячего, активного очень и целеустремленного во что-то. Сейчас он очень много думает о каком-то проекте, о котором может вслух не заявлять. Вот пока я не исполню, пока это не получится у меня, я никому об этом рассказывать и делиться не буду. Вот уже раз поделился, и не получилось. Второй раз то же самое. Сейчас я ни с кем делиться не буду. Закрытый, да, вот такой вот недоверчивый человек, который в чем-то всех подозревает. Или может перепроверять информацию. Также я бы сказала человек, который давлеет, да, есть от него какое-то давление. Или по характеристике может быть такой император. Человек, который в каких-то кругах именно имеет успех или его в чем-то уважают. Может быть даже какие-то друзья его, какое-то общество. У него, так скажу, круг друзей небольшой, узкий круг друзей. Бывает, да, очень много знакомых, друзей. Есть какие-то, может быть, деловые связи, но вот именно, что касается дружбы, это один-два друга и достаточно. Вот как-то так. Привередливые очень. Есть какие-то такие нарциссические в нем черты, да. Человек может быть нарцисс, любит себя, позиционирует себя, вот именно, что я себя люблю, или я тут важный, я тут главный. Вот так вот. Также, если это человек-руководитель, да, он может на самом деле быть таким неприятным, давлеющим, требовательным очень. Вот такой вот. Что касается любви, когда он в любви, он весь вот расплывается.
испытывает любовь к таким женщинам, которые не даются легко, которые сложны по характеру, которые вредны, можно еще так сказать, да, в таких он влюбляется. Те, которые легко даются, он их не ценит, обесценивает. Что еще о нем? Да, иногда в жизни его было так, что влюбился как дурак, а потом вот пожалел об этом. Возможно, даже, знаете, человек сейчас находится под влиянием каких-то ваших чувств. Но он думает о том, что вы его любите. Вот так вот. Да, может находиться именно под этим влиянием. Также человек уходит от чувств в работу, в деятельность, хочет стать в чем-то знаменитым, богатым, успешным. У человека, знаете, вот большие мечты, но что касаемо действий, я вижу, человек в чем-то сейчас ленится. И в чем-то, может быть, даже не успевает. Что-то в его жизни вот имеет какой-то провал. Или не получается, не понимает. Вот изучает что-то, но не понимает, не доходит до него. Он снова перечитывает или снова проверяет информацию. Вот как-то так. Хорошо, давайте посмотрим его мысли у вас прямо сейчас. Что он думает о вас прямо сейчас. Но он думает, что вы его не хотите, не желаете видеть. У вас какие-то свои планы на жизнь, другие планы. Или вы с кем-то другим планируете эту жизнь. У вас пути расходятся, какое-то есть недопонимание. Человек в чем-то переживает даже. Знаете, вот такое чувство, как будто меня не любят. Я вкладываюсь, меня не любят. Как будто бы это тщетно, впустую. Или как в стену головой. Да, вот стучусь, никто не открывает. Разочарование в любви. Что касаемо вас, здесь такое чувство, как будто бы не хватает какой-то от вас подпитки, не хватает каких-то ваших даже ласковых слов, или не хватает какого-то взаимопонимания, общения, вы вот куда-то ускользаете, не доверяете, как он считает. Он думает, что вы не доверяете ему и имеете какие-то к нему претензии. Или выставили какие-то претензии, вот как счет. Человек, кстати, может даже вас где-то проверять. Или ходить к колдунам, тарологам, да, именно перепроверять информацию о вас. А любите ли вы его? Имеете ли вы к нему какие-то чувства? Испытываете ли какие-то эмоции? Может, даже просмотре каких-то видео Таро, да, вот как вы сейчас смотрите, также он может просматривать. Если человек чувствует, что у вас кто-то есть на стороне, что вы с кем-то еще общаетесь, и вы чувствуете себя вполне комфортно. Также вы где-то ходите, красуетесь и в то же время развлекаетесь. Может быть, выпиваете, гуляете, ходите на дискотеки. Ну, в общем, вы здесь не скучаете, да, вам и без него хорошо. Вот так вот чувствует. Считают, что после какой-то ситуации, конфликтной ситуации, вы вот как-то, знаете, расчесали крылышки и полетели себе. Вот как ни в чем не бывало. Вы четко знаете в жизни, чего вы хотите. Вы человек такой твердый, конкретный, да, вот скажет, как отрежет и так далее. И человек почему-то думает, что вот та поза, которую вы приняли, или то, как вы к нему относитесь, да, это вот какой-то некий такой ответ. Нет, не подходи ко мне, или я тебя не хочу, я тебя не желаю. Вот какое-то такое отвержение. Чувствует себя вот в ваших глазах именно каким-то отверженным, ненужным. Да, вы вот как-то, знаете, красуетесь. Он говорит, что вы принадлежите, или ваше сердце принадлежит кому-то. То есть вы вся полностью погружены в другие отношения. Не думайте о нем. О ком-то вы думаете. Видит, что вы такая женщина, которая одна точно не останется. Она кокетка, она может пококетничать, она может пофлиртовать, она может позаигрывать. То есть у нее есть вот это вот женское нутро, да, и она вот как-то не сдастся, если у нее цель какая-то, какой-то мужчина. Не то, чтобы вы полезете там добиваться кого-то, нет. Просто вы знаете здесь себе цену, вы знаете, что вы одна точно не останетесь.
В любом случае у вас будет партнер вот так вот. Что я, старая избушка на курьих ножках, что ли? Да, вот как-то так. Цените себя. Сейчас человек, знаете, вот как будто спала какая-то корона. Вот когда вы были с ним рядом, да, чувствовалось такое чувство превосходства, что я классный. А здесь человек даже в какой-то степени одел эту корону, да, вот чувствовал себя каким-то крутым, чувствовал себя в чем-то даже сильным мужиком. Вот с вами вообще так скажу, что мужчины чувствуют себя мужчиной. Вы можете быть такой даже, знаете, и женственный такой, изящный. Со стороны вот вы именно такая... У вас есть стержень, но он скрыт, да, вот внешне именно вы проецируете какую-то такую и надежность вроде, и женственность, но в то же время вы такая скользковатая. Если вам будет неудобно, некомфортно, вы соскользнете и уйдете, убежите, может быть, даже. Будете простраивать другие отношения. Легко, да, если вам что-то здесь не понравится. Видят, что вы на самом деле как-то замкнулись в себе, закрылись в себе там где-то в своем мире, да, с другими людьми, может быть, с другими, в других отношениях или с подругами, да, вот вы где-то, но не с ним. Человек сейчас чувствует некое отчаяние, и на самом деле как будто бы с меня сняли корону. Сейчас в чем-то закомплексован, не удовлетворен. Может быть, даже человек не удовлетворен в себе, сейчас внутри себя пытается вот как-то восстановить, проработать, да, именно поднять свой вот этот вот внутренний стержень. Пытается вот как-то, да, вот вернуться к своему тому положению, когда он был при вас с этой короной. Но он себя так не чувствует. Такое чувство, как будто бы, знаете, вот человек пытается, когда вы рядом, хочется зарабатывать, хочется делать, добиваться. Когда вас нет рядом, здесь вот сразу ты думаешь, зачем мне все это надо? Вот так он думает, да, а зачем я зарабатываю? Вот ее же рядом нет, мне не для кого. Он как будто бы целенаправленно смотрит на вас, да, и все действия направлены в вашу сторону. Если делать, то для нее. Здесь в окружении я вижу, да, путаются какие-то именно женщины, которые пытаются вот как-то совратить, именно заигрывать с ним, да, или вот пытаются, навязываются именно на какую-то связь, на общение. Вот что-то такое есть. Он же нет, встал в позицию «нет, мне это не надо». Это слишком легко. Да, этот человек любит таких женщин, которые очень... сложно даются. Те, которые на самом деле привередливые, вредненькие, вот такие вот. Больше это как минус к плюсу, да, вот тянется. Тянет к вам из-за того, что вы ограничены или ограничили ему вход, да, в свое пространство. Вот так вот. Он видит, что вы... стали вот, знаете, даже вот как-то больше улыбаться, кокетничать или вот, да, вести себя как-то, нежели с ним. С ним вот как-то, может быть, по-сухому. А вот со стороны на вас посмотришь, когда вы с другими мужчинами или где-то вот со стороны именно в целом, да, вы такая и кокеточка, и красоточка, и миленькая, и такая вот, аж которой вот хочется вам прикоснуться, которую хочется взять. Но вот вы вот не даетесь. Здесь вот как будто бы поставлена была точка, или вы завершили отношения. Здесь кто-то из вас завершил отношения, скорее вы завершили эти отношения. Отсекли человека. Вы хотите, знаете, каких-то действий, решительных действий, а не просто действий ради действий. Вы хотите, чтобы человек что-то конкретное предложил, конкретные действия какие-то, чтобы были от него, а не только слова. Если вы уже устали от слов, вы хотите действий. И вы этого ждете от других, может быть, мужчин, да, или от других кого-то. Но вы понимаете, что от этого человека очень сложно что-то выбить, то, что нужно вам. Может быть, доля какого-то такого... знаете, эгоизма, когда человек думает о своих целях, о своем чем-то, и вам кажется, что это ради себя он делает, а не ради вас. Его мысли о вас прямо сейчас.
Знаете, тут такие наворачиваются мысли, не то чтобы кого-то потеряла, да, а вот лучше бы нам было бы вместе. И вот тогда бы я стал что-то делать, да, стал как-то вести себя по-другому, может быть. Здесь человек в чем-то даже вас оскорблял или оскорбил, может быть. Здесь такое есть недопонимание. Здесь чувствуете именно, как будто бы не оценили вас, растоптали вас, предали вас. Или, в принципе, как-то отнеслись к вам несправедливо, да, отнесся к вам несправедливо. А здесь же человек испытывает то чувство, когда вот были бы мы вместе, да, я бы ей показал, что такое мужик, я бы вот показал ей этот мир, там, мы поехали бы куда-то, или я бы ей купил подарок, я бы, вот как-то так. Ну вот по типу, кого она потеряла, да? Она вот не согласилась, а в этот вечер, да, я хотела ее сводить в ресторан, а она отказалась, а ей бы так понравилось. Или купил бы там ее любимое платье, или парфюм, или еще чего, а вот она отказалась. Вот потеряла, да, возможность, какой-то шанс для того, чтобы что-то получить, например. И, в принципе, это может быть и эмоциональное что-то, да, а может и физическое, вот кто знает. Но здесь человек испытывает разочарование, отвергнутость, когда его вот просто пнули, как он бедненький, несчастненький, может жаловаться, говорить, вот как щенок, да, я вот пнули меня как щенка, выгнали за двор, за ворота, да. Убивается по вам, вот с треском, просто убивается. Вы знаете, человек даже элементарно не может уснуть. Вот он ляжет спать, да, и все мысли одолевают о том, что вот вы как-то поступили с ним жестоко. Откуда у вас, говорит, откуда у нее столько жестокости? Почему она так ко мне жестока? Эта карта говорит о многом. Здесь также погубила мои какие-то планы на будущее. Здесь может еще речь идти о том, что из-за нее у меня испортилось здоровье, психика там и так далее. Да? Я не сплю нормально, я не ем нормально. У меня испортилось мое какое-то физическое состояние, да? Пропала куда-то энергия. В принципе, мотивация, может быть, даже двигаться куда-то. Человек разочарование, человек хотел бы возобновить с вами какие-то отношения, хотел бы быть для вас каким-то супер-пупер, да, показать вам какой-то класс, измениться. Вот я изменился, посмотри на меня. Ну, сидит и плачет, он горюет о том, что произошло между вами. У человека есть доля такого и обида, и с другой стороны, обида и на себя, кусают себе локти в чем-то. Чего-то он не преодолел, как-то он не так выразился, сказал, да, вот какое-то такое, какой-то я такой сякой, да, может быть, образовываются какие-то новые комплексы у человека. Вот я какой-то не мужик. Это не по-мужски было, или с моей стороны это было несправедливо по отношению к ней. Я хочу все поменять, я хочу закрыть какие-то гештальты, какие-то долги, какие-то именно свои грешки, да. Я хотел бы это закрыть и изменить все к лучшему. Здесь у человека какая-то внутренняя тяжесть. Здесь ничего не хочется делать, может быть какие-то отеки, да, или утром встаю разбитым, у меня нету мотивации двигаться. Здесь сильная любовь. Человек выбрал вас. Знаете, вот женщины к нему припираются, там подпираются, да, подлизываются или еще чего, но вот он их не замечает. Как будто бы для него это вот что-то такое, пустозвон какой-то. Как будто этого не существует. Вот он как-то уперт на вас, и все. Здесь, знаете, считает вас каким-то вот крепким орешком, да, тот, который не расколется, тот, который обиделся и все, и закрылся. Вы очень такая, внутренний стержень сильный у вас. Вы если сказали нет, значит нет. И все, возврата нет, да, вот как-то так. Еще может быть шанс на отношения, на общение. Здесь скорее будет между вами еще общение. Ну, здесь человек может признаться в чувствах, здесь человек может предложить как-то по-новому решить ситуацию. Здесь человек может возобновить отношения с тем, чтобы прожить с вами до старости и так далее. Здесь у человека будет шанс какой-то. И у вас, и у него, да, вместе совместно будет какой-то шанс. Шанс на возобновление отношений.
Здесь человек оправдывается, извиняется в чем-то. Может быть, человек заявится с извинениями. Я вижу, у вас будет такая позиция именно такой стервы. Ну, не в плохом плане, да, именно. Я включу эту кобру, волшебную кобру, потому что здесь сдаваться нельзя. Если погладите по головке, да, вот как будто бы человек снова пройдется по вам или снова что-то вытворит. А вы здесь именно включу я вот такую вот Мегеру. Включу Мегеру. Здесь будет добиваться вас. Будет идти на пролом, будет действовать. Человек сейчас посидит, покумекает, поймет, что без вас никак, ничего не движется, процессы не идут. Мужиком я не становлюсь, а становлюсь хуже. Жизнь моя идет ко дну без нее. Да? Вот человек будет как-то возобновлять с вами отношения, пытаться действовать. Здесь может быть подарок от человека. Здесь человек проявит себя именно, тут интеллект идет, интеллектуально как-то. Выдумает что-то, вымыслит, или здесь может прийти какая-то идея, может быть, куда мы съездим, куда отправимся. Человек сразу сейчас вас слышит. В отношениях, может быть, не слышал, а сейчас слышит вас. Куда вы хотели, чего вы хотели и так далее. А когда вы были в отношениях, чего вы хотели, он этого не слышал. Он слышал, вот, знать свое чего-то, чего хочет он. Знаете, человек даже готов пойти действовать именно через магов, через мастеров, для того, чтобы вас вернуть. Может, да, вот приковать к дереву, вот так вот застолбить вас как-то. Человек не хочет, чтобы вы вступали в какие-то с кем-то отношения, или хочет успеть быстрее, да, чтобы вы там уже не накосячили, не наломали дров, не вступили с кем-то в отношения, с кем-то не переспали там и так далее. Боится очень этого. Хочет вас окружить своими чувствами, любовью, подарками, признанием и таким вот именно мужским отношением. Да, человек, знаете, благодаря вам в чем-то даже умственно, да, и не только умственно, но и как мужик прокачивается, растет. Что-то в нем зреет, какое-то зерно мужика, а не то, что раньше как пацан поступал, да, по дурости, по глупости. Сейчас человек осваивает что-то, может быть, психологию, или просматривает какие-то ролики, читает какие-то статьи, связанные с отношениями. За голову взялся, потому что любит, потому что отпускать не хочет. Здесь человек придет еще к вам на порог. Подождите-ка, извиняться, да, но здесь не напрямую извиняться человек будет, потому что у человека все же есть какая-то такая доля эгоизма, нарциссизма и так далее. Да? Человек скорее объявит это именно свои извинения в виде подарков каких-то. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.